Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что говорят о вас за спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим вашу характеристику, ваш портрет. В каких энергиях вы пребываете, что вас окружает. Здесь человек на кого-то надеется. На сегодняшний день вы надеетесь на чувства какого-то человека. Вы сейчас, может быть, очень много о нем думаете, просматриваете расклады, интересуетесь. У вас есть какое-то любопытство, интерес, что у него внутри по отношению к вам. Что-то цепляет и не отпускает. Именно душевно, по любви, по чувствам. Вы можете даже откладывать что-то важное в сторону, глядя на этого человека. У вас есть определенно какие-то дела основные, важные. Но вы вот думаете, может, даже о каком-то обмане, хитрости данного человека. О том, что между вами было, какие-то конфликтные ситуации. Об этом вы грузитесь, заморачиваетесь. Вам вообще бы сейчас на самом деле изменить ход событий в своей жизни. Тем более вы можете в любой момент менять все вокруг себя, так как вы этого захотите. Человек здесь гениален, во всем гениален, даже в коррекции своей жизни. Вы можете корректировать свою жизнь, вы можете думать иначе. Но вот знай, да, есть люди в вашей жизни, слабые люди, но цепляют вас. А вы сильная, духом сильная, но вы все равно поддаетесь на их провокации, вы триггеритесь. Вам нужно выходить из этого, и вы можете, но нет же, вы думаете. Вы опечалены, вам внутри может быть даже в чем-то обидно. У кого-то здесь обида есть о потерянном каком-то времени или времени, потраченном на кого-то из этих триггеров. У кого-то здесь есть даже мысли такие, что вообще уйти от чувств. Ваше будет с вами. Нравится? Находитесь там, где вам нравится. Не нравится? Уходите сразу. Все очень просто. Но тут могут, в принципе, да, быть какие-то у кого-то единично сдерживающие обстоятельства, которые сдерживают вас там, в тех отношениях. Кто-то бы, конечно, бы взял бы и ушел, но здесь есть что-то, что держит. Может, даже и не чувство, да, уже, а, в принципе, какие-то ситуации, от которых вы зависите. Финансы, обеспечение, защита какая-то, обязанности. Человек вы очень чувственный, привязанный, быстро привязываетесь. И стоит вам сделать больно, да, вы очень долго об этом страдаете. Хотя по работе, по деятельности, завоевыванию каких-то, может быть, перспектив, повышения или еще чего-то, вы вот пробиваетесь как мужик. Но вот что касается чувств, вы вот как будто бы расплываетесь там. Одеваете, может быть, розовые очки. Можете воспринимать чье-то мнение. Плохо о вас подумали, и внутри происходят потом переживания. У вас не отпускает еще обида. Вы обижены, и вам, может быть, даже отчасти здесь кажется, что мне вообще в чувствах не везет. Или же, да, здесь еще может быть та ситуация, что вы обижены, и вокруг, на самом деле, кроме этой обиды ничего не замечаете, думаете о ней часто, постоянно. Хотите, чтобы ситуация именно эта, чувственная, внутренняя, изменилась? Есть все, но вот именно в чувствах меня что-то вот как-то не везет или на самом деле меня не оставляет в покое. Вообще человек такой, который всех наполняет вокруг, дает им что-то, помогает в чем-то, тянет. Вот вы кого-то тянете, вытаскиваете из чего-то, из бед, и обеспечивает, и вкладывается, или в большей степени вкладывается. Но здесь отдачи нет. Отдачи нет. Здесь вот только проявлено ваше лицо. Вот по характеристике я бы еще сказала, что вы человек, который может поменять свою судьбу, но он сейчас
отвлечен именно на то, что ему совершенно не нужно. Человек такой, который может на самом деле создавать свою жизнь, вот как нарисует, так оно и будет. Человек, который чего-то в жизни хотел, добился, получил. В вашей жизни постоянно какие-то аномальные явления случаются, вы можете сами замечать. У кого-то здесь именно жизнь протекает так, что постоянно происходят какие-то такие, как случайности не случайные, странным образом или еще как-то. Можете заниматься какими-то практиками, использовать какие-то практики в своем обиходе. Если с вами проигрывает портрет, давайте посмотрим, что говорят о вас за спиной. Что вы очень сильно поменялись. По-другому горят глаза, не так, как раньше. У вас другое видение вообще этой жизни. Вы вот какая-то странная становитесь даже в последнее время по поведению, по отношению. Тут именно люди замечают, что в вашей жизни что-то случилось. Также здесь могут видеть вас в состоянии, что вы просите глазами помощь. Какие-то есть проявления у вас, что этой женщине нужна помощь. Она находится в какой-то нестабильной ситуации или в опасной ситуации, в сложной ситуации. У вас как будто бы внутри сейчас происходит трансформация, которая внешне определяется и считывается окружающими. И это, видимо, из-за того, что вы попали в какую-то ситуацию, вы по-другому стали уже думать, изменили свое мышление, по-другому стали соображать, думать, вести. Говорят, что вы человек, который в любом случае не откажется от материальных благ. Мелочный в чем-то, переживаете даже вот за что-то маленькое, за маленькую потерянную сумму, за потерянную сережку, колечко, будете долго об этом обмозговывать, думать, нервничать. То есть вы человек, который очень любит материальные вещи или ценит их. Вы, наверное, тот человек, который из материальных вещей любит сумки скорее и обувь. У вас может быть много обуви и сумок. Или, если бы была возможность, у вас бы было много обуви и сумок, чем одежды. Вы очень цените то, что вы имеете, за это готовы глотку порвать. Вот так вот думают. Не переживайте сейчас о финансах. И это видно. О чем-то вы стратегически задумались. Может быть, даже о чем-то таком масштабном. Человек, который, может быть, составляет какой-то план, делает какие-то запасы, смотрит в будущее вперед, да, думает о какой-то плохой ситуации. Вы можете кому-то говорить, что будет плохо, или что вот-вот что-то назревает. Также вы человек, который может чем-то шокировать, пугать. И сами в этом находитесь, сами себя тоже шокируете и пугаете. Иногда к вам приходят какие-то новости. Вот тут именно такое чувство, что вы, может быть, смотрите на что-то такое негативное, которое вам внутри как будто бы подсказывают негативного характера новости, что будет как будто плохо. И вы в это искренне верите. Вы готовы сейчас к каким-то уже готовы, к каким-то негативным последствиям. Но здесь думают, что вы очень сейчас озабочены чем-то, в переживаниях все находитесь. Да, обсуждают ваши деньги, ваши заработки, также вашу финансовую вообще в целом составляющую. Кто-то заглядывает аж далеко наперед, а на вашу старость. Вот в старости, что вы будете делать или сколько вы будете зарабатывать, что вы будете иметь с чего-то. Здесь кто-то как будто бы даже не то, что говорит это да, но здесь больше еще и думает о вас. Вот он и говорит, да, но вот даже находясь где-то в уединении, этот человек очень много о вас думает, о вашей тревожности. И его это начинает тоже напрягать, этого человека. Он тоже начинает за это переживать. Такое чувство, что вы кого-то чем-то напугали. И складывается впечатление здесь о чем-то глобальном, на самом деле, что будет голод, будет хаос, да, вот, например, или будут какие-то
страшные дела делаться. Динозавры повылазят, да, например. Что говорят о вас? Здесь еще говорят о том, что вы умеете, легко идете на контакт, умеете восстанавливать отношения, умеете держать себя в руках, даете отчет своим действиям, кто-то говорит. И вы такая справедливая. Всегда знаете всему цену, знаете, кому сколько поровну дать, да, не то, что там кому-то, может, и 50 на 50 между кем-то разделить, да. То есть вы умеете взвешивать. Также вы умеете повеселиться, пожить на широкую ногу, любите для себя, выбираете все самое лучшее, ценное, хватаетесь за какие-то материальные вещи, стараетесь не упустить именно финансовых возможностей, шансов. И считаю здесь, что вы верите в себя, в свои силы. Далеко вы пойдете, у вас огромные перспективы. У вас, кстати, фантазия играет очень хорошо. Вы можете даже на самом деле на ходу сочинять стихи, рассказы, например. К вам приходит постоянно какое-то вдохновение. Вас, возможно, кто-то думает, воодушевляет, да? Или какие-то ситуации воодушевляют, причем положительного характера. Вас думают, что с вами можно построить семью, как будто бы на вас можно что-то, отношения построить с вами, или с вами войти в партнерство, именно, может быть, по бизнесу, там, да, что вы на себя возьмете какие-то все тяжести или вынесете это, пронесете. Также какие-то издержки можете на самом деле вынести, пронести, разрешить и так далее. Ну, такая вы надежная. Ну, внешне вы проявляете себя человеком таким, который не торопится к успеху, а успех торопится к вам. Да, вот само все приходит в жизни, вы достигаете чего-то. Здесь конкретно о вас какой-то мужчина говорит, что у нее еще в будущем, да, что-то будет такое, именно вы еще узнаете, да, у нее есть какие-то вот задатки от детства, или у вас есть, в принципе, человек считывает, да, какие-то ваши задатки, навыки, профессионализм, может, даже в чем-то, что вы в этом достигнете какого-то успеха, признания от общества, да, или ваши работы будут заслуженными, известными и так далее. Также здесь говорят о том, что вы далеко не глупая, как вы проявляете внешне. Вот внешне вы, знаете, вот как-то на поверхности какая-то такая. Говорите, может быть, о каких-то таких вещах, типа вот сегодня небо голубое, солнышко блестит, птички чирикают. На самом деле под этим скрываются ваши какие-то глубокие мысли, о которых вы никогда никому не скажете. Такая вы в какой-то степени секретная, или в секрете держите, может быть, какие-то тайны, может быть, какие-то знания, да, о которых вы не раскрываете. Но вы точно, люди считывают, чего-то там знаете о чем-то глобальном или чувствуете. Потому что здесь женщина говорит конкретно, да, что вы вот как скажете... Вы как скажете, как в воду глядите. Притом, да, вроде как женщина боялась, что вы врете, но перепроверяла информацию, и все оказывалось верным. Может быть, здесь смотрят люди, которые на самом деле сказали, как предсказали, да. То есть считывают поток, сами того не понимая. Здесь на самом деле, вот смотрите, женщина конкретно говорит, что все, что вы не скажете, или слово сильное, или реально вот все сбывается до точности. Здесь у кого-то может быть так, что вы в целом описали какую-то ситуацию, которая у нее в жизни вот-вот произошла, сейчас произошла, да, или недавно произошла, и она вас думает. Она вас в чем-то даже побаивается, но видит вас человеком однозначно таким, который на чем-то понимает, в чем-то разбирается, чего-то изучает, или женщиной с тайными знаниями. Могут даже чувствовать, что если вы захотите, вы притянете к себе любовь. Эта женщина, да, может так думать. Если вы захотите, вы можете расторгнуть какие-то отношения.
Если вы захотите, вы исполните, может быть, какую-то свою мечту. То есть у вас определенно что-то такое есть. Таинственная женщина с даром. Так, у вас еще тут мужчина какой-то говорит. Денежный, перспективный. И о ваших деньгах или о ваших перспективах говорит, что вы еще чего-то добьетесь. Идет в вашу сторону, смотрит в вашу сторону, по крайней мере, смотрит. Да, наблюдение может вести. Также здесь, в принципе, есть какие-то дороги, пересечения, встречи с данным человеком. Человек может на сегодняшний день очень много говорить о вас, обсуждать вас. Вот знаете, вы как подопытный кролик на столе у профессоров там и так далее, да, вас изучают. Он вас изучает вас как личность, изучает вас как человека. Здесь почему-то еще такое чувство, что ваша физиология не схожа с вашим внутренним миром, мышлением. Вы на самом деле внешне, вот это ваша защита, да, и вы внешне проявляете на самом деле вот какую-то, знаете, банальность, простоту, да, что я ничего не скрываю. На самом деле здесь, когда видят какие-то в вашей жизни действия или происходят какие-то такие вещи, может быть, события, то видят, что вы непростая и что вы все делаете, может быть, даже не просто так. Вот когда данный человек конкретно говорит, что он много раз замечал за вами, что все в ее жизни происходит каким-то странным образом. Опять-таки, да, здесь пахнет по жрице и магу какой-то аномалией. Я бы еще сказала, вы человек, через который идет поток. И сами того можете не понимать, почему вы это сказали, но вот это может быть, да, нужно передать какую-то информацию через вас или какие-то произвести действия через вас. А вы думаете потом, а почему я это сделала, почему я туда пошла, а кто меня за руку дергнул, да, я сама не понимаю, что меня дергнуло за руку, чтобы сделать что-то. Так, что говорят еще у вас за спиной? Посмотрим. Люди говорят, что окружающие. Ну, что с вами бесполезно воевать. Что ваша сила заключается в невидимой силе. И в характеристике, здесь очень много, кстати, бурлит страсти, да, вы очень такая горячая, импульсивная женщина. И с одной стороны хорошо, с другой стороны, да, что вы такая горячая. С другой стороны, это вот эта вот горячесть, импульсивность, она может также и испепелить. Если вы захотите, да, у вас определенно есть красная кнопка, на которую вы нажмете и испепелите. В том плане, что вы не оставите ничего. Если вы захотите кого-то уничтожить, расторгнуть отношения, уйдете, не оборачивайтесь. Вот как-то так. Считают еще, что вы человек, который занимается магией. Может, даже больше здесь склонны к черной магии. У кого-то здесь, опять-таки, происходит то, что вы регулярно делаете какие-то процессы, практики ради того, чтобы кому-то отомстить. Здесь может кто-то думать, подозревать, конкретно показывая на вас пальцем, что это вы или с помощью вас сделано. У кого-то есть какие-то проблемы в жизни, да, может быть, странного характера, и человек именно думает, что это ваших рук дело, что вы тут стараетесь по вечерам, по ночам и так далее. Ходите на кладбище, может быть, или устраиваете шабаши. Вот такое. Но действуйте в одиночку. Да, не шабаш, например, но какие-то ритуалы. Темные ритуалы. И здесь говорят, кстати, о ваших деньгах. Смотрите, тут или... Тут догадка идет. У нее богатый спонсор, который финансирует ее, обеспечивает ее, дает ей какие-то возможности, дает ей деньги, причем не маленькие. Или же, да, эта женщина проецирует, знаете, это как золотые пуговички. А ты говоришь, что они золотые, а на самом деле они только позолоченные. Вот, или бижутерия там и так далее. Да, вы можете создавать именно напущенность богатства.
Также здесь говорят, что, в принципе, вы женщина, которая пойдет по головам ради достижения материальных благ. Но вы это делаете, возможно, даже вот как-то таинственно. Почему у вас деньги? Потому что вы, вот, например, могут говорить, что занимаетесь магией. У вас есть какие-то клиенты, а кто-то, да, конкретно может думать, что может это какая-то быть семейная афера. То есть вы, ваш муж, там вся семейка у них, да, такая, аферисты. Могут мошенничеством заниматься. Если у вас красивая машина, красивый дом, квартиры там или еще что-то, наряды, что это вы с мужем. Или муж вас содержит, какой-то богатый. Также здесь могут говорить о том, что вы, может, принимаете от окружающих какие-то подарки, блага, деньги, финансы, изобилие. И вы такая, знаете, которая никогда не раскроет об этом свою тайну. Вот так они думают. Считают на самом деле, что она только прикидывается дурочкой. На самом деле она знает, чего делает, и она конкретно... Вот кто-то, да, может, вот смотрите, здесь общение идет, когда говорят, да нет, вы не такая, вы простая. А вот кто-то говорит, что нет, это она только такой кажется, да, это та еще бестия, та еще натворить да что-то сделать. И как-то в тайне, да, украдкой, да, за закрытой ширмой, за закрытыми дверями. Притом вы умеете внешне проецировать именно такое спокойствие и на самом деле вот какую-то глупость или же не глупость, а я бы сказала, что ничего не происходит. А как наступает ночь, да, у вас зажигаются глаза, и вы начинаете делать какие-то ритуалы, или, может быть, превращаетесь в кого-то. Но это так, образно говорю. Просто, что за вашей спиной есть однозначно какие-то вещи, сделанные вами именно с помощью ритуалов. Что говорят о вас за спиной? То, что вам любовь не нужна, вам нужны деньги. То, что вы к себе привязываете мужчин, однозначно желая, да, того, чтобы у них были деньги, а не тех, у которых ничего нет. То есть вы выбираете богатых мужчин или целитесь на это. Или, да, здесь еще другой вариант, что вы на самом деле поток финансовый создаете именно с помощью ритуалов, обращаетесь к самому дьяволу. То есть у кого-то может быть мысль о том, что вы подписали договор с дьяволом, чем-то там таким эзотерическим занимаетесь, что из-за этого у вас появляется что-то в жизни материальное. Здесь могут еще думать о том, что вы какие-то составляете запасы, то есть побольше чего-то. Это может быть или материальное, или деньги. Запасы денег копите на что-то. Не откажетесь от подарков никогда, от дорогих особенно. Могут думать еще, что вы пользуетесь чувствами, а берете деньги. Вернее, вы притягиваете чувствами, а пользуетесь этим, а берете деньги. Заманиваете к себе любовью или красивыми словами, покупкам, я бы еще сказала. Умеете очень красиво обрисовать картину. А эта картина пустышка. Да, это те краски, которые при том, когда пойдет дождь, расплывутся и ничего на холсте не будет. Вот как-то так. Создаете какую-то фикцию, красивую обертку и так далее. Здесь говорят о том, что вы на самом деле человек цели. Если вы захотите что-то сделать, вы обязательно это сделаете. Если вы только рот открыли, пообещали что-то, то человек думает уже, что вы это исполните. А особенно, если это касается мести. Мести или ухода. Вот я от тебя уйду, и вот реально человек понимает, что вы уже все уходите. Или уйдете точно.
Что говорят о вас? Вас боятся, я так скажу. Боятся. И, вы знаете, ваше вот это проявление именно внешне, не раскрывая своей личной жизни, вообще себя в тонкости до своего характера, какая вы, да, дает людям на самом деле задуматься, оставляет какой-то некий след страха, неуверенности, что какая вы, да, точно, как вы поступите. И вы тем самым, вы выходили в карту маг, то есть вы вот как хамелеон, да, или как гусь сухая из воды. То есть такая изворотливая, как ящерица. Но вы вот как-то, знаете, вот в любом случае вылезете из любой западни. У вас очень такая чувствительная зона, очень сильно развита, и вы тем самым защищаетесь, обороняясь именно вот какой-то такой «я ничего не знаю», «не понимаю в этом», «не разбираюсь». О вас говорят о каких-то ваших разрушенных отношениях в прошлом. И при том, знаете, вы ушли туда, где было вам более комфортнее или выгоднее. Здесь могут, кстати, думать о том, что ваш брак – это какая-то некая фикция. Вы умеете любить по-настоящему, но вы свое сердце не даете никому. Вы оставляете его для себя. Здесь вы выходите почему-то в мужских энергиях. Скорее даже вас считывают, как она женщина, как мужик. Она не дает никому никаких шансов, она все шансы забрала себе. Боятся вас. Именно, я говорю, боятся. Боятся даже, знаете, вот плохо о вас подумать. Не то, что сказать. Здесь такое чувство, что кто-то уже однажды про вас плохо сказал, и правда всплыла наружу. И обернулась чем-то не очень хорошим. Что еще говорят у вас за спиной? О том, что в вашей жизни присутствуют третьи люди, любовницы и так далее. Да, вот вы женщина с мужчиной, но однозначно у ее мужчины есть кто-то на стороне. Почему-то о любовницах речь идет. Ситуация такая, что вам на это все плевать. Но не совсем плевать, да, вот как плевать? Не совсем плевать. Вы об этом думаете, но просто вы себя искусственно вытаскиваете из этого, проецируя именно, что мне плевать. Защищайте себя, свое внутреннее состояние, психоэмоциональную вот эту свою сферу. Вы ее охраняете. Показываете, что вам все равно, но внутри что-то задевает. Здесь кто-то говорит о том, что все несчастные отношения – это вам как наказание. Что вы чему-то в жизни не научились, да, смотрите сразу, не научились, не поняли. Поэтому вам такое наказание или не понимаете в отношениях. Здесь еще говорят о вас, то, что вы точно занимаетесь магией. Используйте в жизни ее как инструмент по достижению чего-то, да, чтобы чего-то добиться. Ну вот, знаете, вот как-то любой ценой старайтесь именно выйти в свет, наружу, стать, может быть, в чем-то знаменитой. Проявляйте себя, именно проецируйте, да, как скромную на самом деле. И говорю то, что у вас скрываются и таланты, которые вы, ну, может, отчасти проявляете здесь что-то, показываете, что вы умеете это. Что о вас говорят, что вы расчетлива, что вы... Но вы знаете, в каком плане вы расчетлива? У вас, во-первых, очень хороший вкус, у вас какие-то такие потребности, вот что вы хотите, именно как у людей, которые имеют высокое положение, да, у нее
вкус непростых людей. Это женщина, которая для себя выбирает все самое изысканное и лучшее. Вот так. Видит вас с такой стороны, что вы на самом деле имеете около себя какого-то влиятельного человека или выбираете таких, дабы стать именно на самом деле или расти благодаря этим людям. Вы хотите расти, и поэтому вы пользуетесь чьей-то помощью, чьими-то ресурсами. И добиваетесь своего. Перед вами постоянно, хочется так сказать, светят свечи, да, подсвечивает вам солнышко. У вас постоянно выдаются в жизни какие-то шансы, которые не выдаются другим простым смертным. Да, вот вы определенно какая-то женщина, или которая состоит в каком-то клане, да, или в какой-то скупине, в каком-то сообществе, может быть, даже, да, которая подчиняется чему-то, кланяется чему-то. Это может быть какие-то ритуалы проводит, да, ради того, чтобы достичь именно материальных результатов, но не ради того, чтобы их забрать в могилу, а у вас определенно на эти материальные ценности есть какая-то цель. Или дать своим детям будущее, или пробить себе в чем-то дорогу, вырасти, после себя что-то оставить, да, вот какое-то такое. Может быть, умру известной, или вот что-то такое есть. Наследие, какие-то, может быть, книги написанные, бестселлеры и так далее. Вот что-то есть. Вы хотите чего-то кому-то доказать. Здесь, кстати, люди могут думать, что в детстве вы в чем-то очень сильно нуждались, чего не могли приобрести, получить. И вот сейчас вы воплощаете все свои старые какие-то идеи, мысли в жизнь с помощью денег. Потому что здесь считают, что вы... Вот есть деньги, да, тогда у вас все получится. Деньги как важный инструмент для достижения, может быть, своих целей. Или же даже чтобы иметь какой-то статус там где-то наверху, в какой-то верхушке. Ради того, чтобы вы могли чем-то руководствовать. Или от вас, чтобы все зависело, а не от кого-то. Всемогущая женщина. Женщина, которая все схватывает на лету, говорят. Информацию, обучение. Из этого у вас такие и возможности в жизни. Что еще говорят о вас? О том, что вам кто-то на самом деле сделал в жизни больно, или вы прошли сложное какое-то детство. После чего у вас такие инстинкты добиваться, идти наверх, стать кем-то. Да, у вас, кстати, сердце ваше, оно вот как будто бы на сегодняшний день заледенело. Заледенело. Никому вы не верите. Вы никому не хотите входить в какие-то отношения. Вы хотите верить, вы хотите настоящей дружбы, тепла, вот, да, но вы, знаете, вот как вас жизнь прокачала больно, и у вас на самом деле образовалась такая кожа, как у носорога. Никого к себе не подпускает. Всеми фибрами что-то вы чувствуете, да, такое. Или ведете себя именно, проецируете, что не подпущу, не верю. Или докажи. Что еще говорят о вас за спиной? Что еще говорят о вас за спиной? Давайте посмотрим незнакомые люди, да, когда вас видят. Что они говорят? Незнакомые, незнакомцы. Легкая такая, у вас даже походка легкая, что, знаете, нет в вашей жизни каких-то потрясений. Все вот так как-то налегке. Возможно, даже человек не напрягается особо в чем-то, не переутруждается. Что у вас еще говорят? Милосердная, такая сердечко доброе, открытое. С одной стороны открытая, с другой стороны она что-то позволяет в свой адрес. Хотя это не так.
Ну, вы такая практичная. С характером это точно, но такая, знаете, все же позволяете какому-то общению. Если с вами на улице начинаешь взаимодействовать, да, вы как-то отзывчивы, вы не закрываетесь. Это вот вы можете закрываться скорее даже от близких каких-то или людей, которые предают, делают больно. А так, в принципе, вы даете шанс поверить, да, в любовь, в счастье, там еще что-то. Легко идете на компромисс, на знакомство, может, даже общение. Светлая очень вы. Светлая, в какой-то степени проницательная, умная. Ну, очень от вас такая исходит позитивная энергия. Да, характер у вас есть, это видно. Но вы, знаете, как-то все делаете так мягко. С этим даже хотите, если сказать нет, вы не делаете это грубо, нет. А вот вы как-то, ну давайте вот подождем, увидим, или не знаю, да, вот как-то потихонечку вы не хотите кому-то сделать больно. Вы думаете о людях, да, здесь могут думать о вас, что вы такой человек эмпат, у вас сердечко болит, что вы являетесь человеком таким, то, что у вас старше мужчины по возрасту, вы доверительная такая, да, и то, что вами могут пользоваться мужчины с опытом, которые прошли эту жизнь, у которых было много отношений, да, вот именно повестись на такую даму, потому что она верит, да, ей можно, вот, как говорится, лапши на уши навешать и все такое. Здесь конкретно какой-то мужчина думает, что вам легко можно навешать на уши лапшу, да, и завести ее, может быть, даже в отношения, пообещать ей что-то, она поверит. Но здесь на самом деле все не так просто с вами, как кажется. Да. А это ты, дорогой, потом узнаешь. Поживи со мной годик, а может, денечек, и ты увидишь, да, какая я на самом деле. Я вам так скажу, новые люди, или с кем вы мало вообще знакомы, недавно познакомились, да, или, в принципе, такие, которые с вами мало общались, взаимодействовали, они вот считают, что вот вы тоже, опять-таки, какая-то непростая, чувствуют от вас светлую силу, и здесь вот в какой-то степени кому-то в жизни вы появились как в нужный момент, вовремя, как помощь. Кому-то вы на что-то, может, открыли глаза, кому-то в чем-то помогли, да, вот есть у вас такое что-то даже святейшее, мягкое, да, такое святое. Еще здесь я бы сказала, вот с вами как будешь общаться, да, то и получишь, вот так, судя из портрета, вообще характеристики именно внешней, с внешней стороны, то я бы сказала, вы будете с людьми по справедливости, да, вот как они заслуживают, так и вести себя с ними. Вот начинают хамить, вы нахамите. Вы определенно умеете тоже, знаете, не просто нахамить, а вот аж просто залезть как игла под кожу, да, а потом ударить вот так вот изнутри. И вы человек, который на самом деле не прощает обид. А если будете им мстить, то это вот как-то будет, знаете, так мягко, даже не поймешь, откуда прилетело. Вот так вот. Ну, есть доля мести здесь и есть. Вы не такая-то и простая. Вы можете отомстить, вы можете наказать. Да, вас кто-то очень сильно обидел в этой жизни, что не является простительным. А сейчас человек сидит, вас ждет, а вот вы уже все, вы уже возвращаться точно не будете. Здесь все закончено по башне, все разрушено. Отношения уже не терпят прощения. Да, ну человек о вас думает вернуться в вашу жизнь. Здесь, кстати, разговоры ведет, вот как, знаете, такого характера, что мне делать, да, ищет какого-то совета, может быть, помощи со стороны. Человек надеется, что кто-то подскажет совет какой-то, и я буду так действовать. Продумывает какой-то план, очень много думает, как это сделать. Здесь сам человек сейчас в переживаниях, разочаровании, что чувства принадлежат вашей, не ему.
а кому-то другому мужчине. У вас кто-то есть. Хорошо, что еще говорят о вас за спиной? Слушайте, вы по всем портретам такая разная со стороны. Давайте те, кто вас знает, наверное, да? Более-менее. Что говорят о вас со стороны? И говорят ли вообще? Вы на этапе какого-то, говорят, выжидания. Вот как только скажут на старт, внимание, марш, вы как рванете, но назад, да, дороги уже нет. Вы не хотите сами, да, вот вы понимаете для себя, все, назад не возвращайся. Вам хочется откуда-то вырваться, и это кто-то чувствует. Я бы еще даже так сказала. Здесь конкретно идет о вас какая-то характеристика, что вы о себе говорите и думаете больше, а не кто-то. Вы сейчас хотите выйти как из клетки, вылететь из клетки. Вы хотите сейчас освободиться от каких-то ситуаций в жизни, связанных с людьми там, и так далее. Вы хотите отбросить себя все это и вот улететь туда, где вас никто не знает, туда, где можно потеряться, да, между людьми, в том плане, что никто о друг друге ничего не знает. Вы хотите свободы какой-то. Вы уже устали в чем-то находиться. Вы устали, вот знаете, как, давайте так назовем, перебирать то, что не является особо-то и ценным. Вы хотите чего-то большего. Может, даже, я и говорю, признание, знаменитости, там, или, в принципе, да, продвижение какой-то вашей деятельности там, и так далее. Но вы не хотите крутиться в том, в чем сейчас. И вот как будто бы ждете, вы ожидаете момента, да, и вот только будет шанс, я как рвану и уже не вернусь сюда. Но здесь женщина о вас очень часто думает о вашем каком-то плане побега. Слушайте, женщина старше вас, и такое чувство, что вы делились с женщиной чем-то, а она чувствует, что вы вот как в тисках. На самом деле очень сложные ситуации, которую просто нужно преодолеть уходом. Но чувствует, что вот вы уже надламываетесь. То, что вы вот-вот скоро плюнете, психанете, да, или ударите по столу. И скажете, все, баста, хватит. Конец пришел. Я не скажу, что она о вас говорит. Она здесь о вас думает и обмозговывает вашу ситуацию в целом, жизнь вашу. Вот знаете, как бы я на ее месте поступила? Вот просто ей даже ради любопытства, как бы я, вот если бы я была в ее шкуре, что бы я делала? И вот для нее это как, да, как разгадай загадку. И вот она сидит и продумывает. Может быть, даже если придет какой-то план, она бы хотела бы, да, чтобы до ее головы тоже дошло что-то. И нашелся выход, как из этого выйти. Возможно, даже вот побежать быстрее к вам или позвонить вам и сказать, что сделать. Хочет, может, даже как-то помочь. Сама ищет этот путь она тоже. Не в своей жизни, а в вашей. Здесь могут присутствовать дети, и дети, знаете, это как какая-то вот такая вот некая доля у вас, дети. Или шантажируют вас детьми. Или вот, знаете, тут и дети. Вы не хотите, может быть, разрушать. Вы хотите разрушить, может быть, какие-то отношения, да? Но вы думаете о том, как будут чувствовать себя дети. И вот есть состояние, как мы видим уже сегодня, постоянно жертвы. И вот женщина думает, продумывает план за вас. Ну, вы тоже об этом думаете, как поступить ей иначе. Вырваться. А у вас, кстати, идет прорыв. Она вот
может быть, даже сама говорила, что ты вырвешься, и вы вырветесь. Возможно, даже как-никак вы приняли это к сведению, и оно работает как аффирмация. Вы поверили в это, и оно начинает работать. Без веры ничего не работает. Вы знаете, это как люди говорят, что расклад не работает, не сбывается, потому что они не верят. Сбываются расклады у тех, кто верит. Даже вы делаете какой-то ритуал, произносите какую-то аффирмацию, там, практику делаете, еще что-то, неважно что, вы должны в это верить. Делаете даже бумеранг, вы должны верить, что он вернется, и он вернется. Вы делаете ритуал на изобилие, вы должны в это прочувствовать. Вот до той степени, что у вас уже это есть, и на что вы это потратите. Например, да, изобилие. Вот зачем вам это изобилие? Не для того, чтобы на него смотреть, а вот в любом случае для каких-то целей. Вы думаете, может быть, купить какой-то дом, уехать туда. Вот так и представляете, что вы уже там живете и обживаетесь в таком доме. Куда вы потратите вот это вот свое изобилие, да, именно финансовое. И так во всем. Здесь реально как-то вот подталкивают, может быть, вас именно подбадривание чьи-то слова. Здесь женщина вот определенно что-то такое говорит, что является местом быть как аффирмация. Да, она работает как аффирмация. Воздействует. Кстати, я вам еще так скажу, сейчас вы, да, тоже влияете на судьбу. То есть подействовала, сказала эта женщина вам, на вас это повлияло. Вы это восприняли, вы в это поверили. А вот процесс уже идет. Не мимо вас, а то, что вы хотели, вы это уже запустили, потому что здесь вот показывают, идет. Пока вы гуляете, спите, кушаете и так далее, общаетесь с кем-то, уже процесс запущен. И, возможно, я вам так скажу, в течение этого процесса смотрите вокруг на всякие разные знаки. Определенно здесь что-то такое есть аномальное, да? Такое странное, что такого в человеческом мире нет, но это есть. Потому что здесь именно указывают на этот процесс, который уже идет, эти знаки. Это вот как, знаете, бывает, что такое аномальное. Вот вы стоите себе, вот как откуда-то не возьмись, вроде как обернулась, никого нет, вообще ни души. Да, прошло, пусть даже несколько секунд, вы поворачиваетесь, идет человек почти близко. И вы думаете, ну вот прошло сейчас 6 секунд, как человек за 6 секунд мог пройти вот такое расстояние и быть уже здесь? Хотя я оглядывалась только что вокруг, никого не было, ни души. Да, вот это реально как аномалия. И вот такого типа, такого характера аномалии могут происходить. Не то, что появление даже, а может и появление, да, разного рода. Или я сижу, да, время как будто бы век тянется, хотя сижу всего 5 минут на стуле. Вот так вот. Здесь могут к вам приходить числа. Вы натыкаетесь на числа. Определенно какие-то тоже странные. 3 семерки, 77, 3 восьмерки, восьмерка, девятка, 12, 13, четверка, единичка. Вот такие вот числа. И вы почувствуйте на самом деле то, что вас куда-то ведут. Вы что-то здесь затеяли, да, задумали, загадали, может быть. И оно реально идет к вашему исполнению. Что говорят о вас? Я вам так скажу, говорит о вас человек, который, не дотягивает вообще никак. Не развивается, не тянется, стоит себе на месте. Вот в каком-то возрасте он застрял, на том и остановился, да. Слава богу, хоть там, может быть, в осознательном возрасте где-то остановился. Но если в детском, так это, конечно, разрушительно. И вот он говорит на вас, что вы глупа. Вот этот глупый человек, который застрял в чем-то, да, говорит то, что вы не понимаете.
Да, то, что вы, вот знаете, такая, которая не училась в школе, которая в этой жизни, скорее это из жизни, да, в чем-то не разбираетесь в людях, или не разбираетесь, может быть, в какой-то технике там, или в чем-то, да, вы глупа сразу же. Но не может же человек во всем разбираться, да, и высшую математику знать, и химию, и физику, и физкультуру, все, и о теле человека, и обо всех компонентах вообще этого материального мира, физического, духовного и так далее. Не может он все знать, и психологию, и эзотерику, и о том, как пилотирование B2.12 и так далее. И вот вы в чем-то проявили себя, что вы не понимаете, да, а человек принимает всерьез, да, что вы какая-то глупая, не понимаете, она вообще ни в чем, значит, не понимает. Если она не разбирается, например, в пилотировании B2.12, да, так она глупая, все, она глупая. А то, что вы разбираетесь в высшей математике, да, это не считается. Вот один раз где-то я, как говорится, проперлась, да, или, может быть, не так выразилась, может быть, какое-то выражение не класть, а положить, не положить, а класть, так все, она глупая. Понимаете, как судит? Именно со стороны своей глупой головы. Так, что говорят еще о вас? Ведьма. Вот точно ведьма здесь говорят. Колдунья. Вот у нее все в жизни появляется благодаря, говорю, каким-то практикам. Или вот, знаете, еще вы можете посещать людей, платить им деньги, но скорее это больше вы, а не кто-то. Что вы исполняете, реализуете свои мечты в жизнь благодаря, вот я говорю, каким-то, может быть, заговорам, ритуалам. Потому что странным образом, да, у вас все выходит, все получается, все на мази. Вот как так? У меня такое же образование, как у нее, но она вот чего-то добилась, она закончила там 5 классов, а я получил 2 высших, да, а она добилась, а я нет. Вот как так, как? Да, скорее всего, вы вот подписали какой-то, на самом деле, приговор с дьяволом. Вот как-то так. Или же пошли по наклонной, может тоже человек говорить, да, она там ввязалась в магию, в эзотерику, все, она пошла по наклонной, она плохая женщина, жечь на костре. Ну, вот так вот. Так. Что еще говорят о вас? Здесь говорит женщина о вас. Ну, вы как мужик, говорит. Тянет все на себе, справляется со всем сама. И вы очень сильно поменялись благодаря своей вот такой, знаете, может быть, каким-то отношениям, или в детстве, да, что-то случилось в вашей жизни и так далее. Но здесь однозначно какие-то ситуации такие, которые сделали из вас мужика, сделали какую-то из вас самостоятельную личность, да, вы ни от кого не требуете помощи, вы ни у кого ничего не просите, добиваетесь чего-то сама, и вы очень сильно поменялись вот на до и после. Какая вы были раньше и какая сейчас. Могли раньше быть наивной и доверчивой, да, сейчас вы стали очень такой хитрой и продуманной. Хитрой и продуманной. Я бы еще сказала, да, что вы скорее вот как-то чему-то обучились, например, получили для себя что-то, да, какие-то знания. И вот вы пользуетесь прям как по книжке, прям как там написано и так далее. И добиваетесь своего. Кстати, здесь дама, да, вот как-то пытается равняться на вас, и вот видит, на самом деле вы талантливая, на самом деле у вас есть какие-то задатки, и вы можете дальше пойти, больше получить, или на самом деле можете стать по звезде известной, да, вас будут везде узнавать, о вас будут говорить, писать и так далее. Вы можете еще всего такого наверстать, чего не было раньше. То есть здесь может быть разговор о ваших каких-то упущенных моментах в жизни, о ваших шансах упущенных, которые вот вы сейчас, благодаря, может быть, внутренней силе, самостоятельности, пытаетесь наверстать сама, без помощи кого-то, без помощи каких-то там, да, как все думают, дядька и какой-то там помог и так далее. Но то, что вы одна точно не будете, но, знаете, без хлеба это точно.
а для вас это важный ресурс, нежели мужчина. И здесь говорят, даже если вот от вас убрать вашего мужчину, она говорит, она сама совсем справится. Вы не зависите от него. И, в принципе, да, может быть, находитесь в независимости от кого-то, чтобы себя прокормить, содержать и так далее. Ну, такая у нее все по плану, четко, рассудительная, справедливая, да, такая. У нее все поэтому в жизни верно. Есть у вас какие-то такие задатки даже от какого-то учителя, гуру, который и сам всех учит, и сам использует какие-то свои учения в свою жизнь. Но она о вас очень хорошо отзывается. Здесь даже, я бы сказала, хвалит вас положительно. У нее в жизни несчастье происходит в семейной паре. Здесь вот как-то все, знаете, плохо. Она, кстати, хочет перестраивать свою жизнь под вас, как вы делаете. Или как вы поступаете. Да, сейчас ее одолевают какие-то страхи, мучения, связанные с мужчиной. Но проявляется тем самым ее голова. Вы этой женщине подали сигнал, вы дали, кстати, ей, я бы сказала, глоток какого-то кислорода на размышления, чтобы она хорошо подумала и взвесила. Может быть, даже тем самым вывела себя на новый уровень. Вот она смотрит на вас и на самом деле является вот каким-то копией, подобием вас. Или копирует как-то вас. Не в плохом смысле, да, именно она хочет поменять жизнь в отношениях. И вот она смотрит, как вы относитесь к мужчинам, как вы себя ведете. Вот она старается поступать именно так же. Также я бы еще сказала, да, человек такой... И она в вашей жизни появилась не просто так, и вы в ее жизни тоже не просто так. Каждый друг друга на что-то пододвинул, подтолкнул. Может быть, даже на самом деле на какие-то действия. Какие-то действия. Здесь будет какая-то в ее жизни и в вашей одновременная перепланировка. Вы знаете, чем-то похоже на близнецов, но вы сами об этом друг друга не знаете. Да, у нее какая-то сейчас подвисшая ситуация. А у вас видит перспективы роста и саморазвития. Именно ваши какие-то прогрессы. Вы продвигаетесь очень сильно, ярко, хорошо. И изменения. Она очень четко видит, что вы стали как мужик. Такая твердая и независимая. Вот она к этому стремится тоже стать таким мужиком, твердой и независимой. Не хочет ничего бояться. Ее вот как будто бы, знаете, отношения какие-то в жизни у нее, которые ее пугали, приводили к каким-то страхам. А вы же доказали обратное, что ничего бояться в этой жизни не нужно. Как сказал Бог, ничего не бойтесь, никого не бойтесь. Вас будут проверять, вас будут именно... вербовать какими-то подменами, да, что я есть это я. На самом деле это будет не так. Идите за мной и верьте именно в меня. Ничего лишнего не предпринимайте, не делайте. То есть, главное, верьте. Вот вера, да, самое главное слово. Вот есть вера, надежда, любовь. Вера, я считаю, это должно быть... На самом деле, почему оно вера, надежда, любовь на первом месте? Оно и должно быть в жизни на первом месте. Вера, потом надежда всегда должна присутствовать, а потом любовь. И вот это вот в целом совокупность правильной идеологии. Вот коротко и ясно. Вера, надежда, любовь. Любовь, она во всем. Она не только между мужчиной и женщиной. Да, она во всем. И многие думают, что любовь это вот все, это мужчина и женщина, да, и что на мужчине крутится весь мир, а мужчина думает, что только на этой женщине. Нет. Помимо людей существует вокруг много всего остального. Можно даже вот, я и говорю, любите себя. Вот она, любовь к себе тоже, но она самая главная. Что говорят о вас еще за спиной? Опять. Вы можете не подозревать о том, это вот о вас лично здесь идет разговор, о том, насколько на самом деле, почему в вашей жизни происходит несчастье, какие-то
я бы сказала, острые моменты ситуации в жизни, да, это для того, чтобы вы, вот прям карты рядышком лежат, усовершенствовались в лучшую сторону, поменяли, может быть, даже какой-то свой подход к определенным каким-то сферам или же к определенным каким-то моментам в своей жизни. Вот именно подход, вот вы привыкли так, а оно не работает, а попробуйте иначе, и оно сработает. Да, это как пытка не пытка. Чтобы вас сделать лучше для вашей трансформации, для ваших изменений. Второе, да, вы сейчас можете лежать себе и не подозревать о том, насколько вы можете думать, у меня денег нет. А вы не подозреваете, сколько ресурсов есть вокруг вас и для вас. Да, тем самым очень хорошо подумайте, вы умный человек, вы понимаете, на самом деле, может быть, сейчас не понимаете, но со временем до вас дойдет, да, через какую-то, может быть, ситуацию неприятную, что все есть только в вас. И вот если вы захотите, да, вот этот пентакль, вот этот вот огромный пентакль, туз пентакля, так вы это сделаете. Здесь хорошо очень подумайте, потому что однозначное решение здесь есть. И здесь не одно решение, здесь много решений. Здесь, кстати, будут подталкивать вас и высшие силы, и вот ваше внутреннее вот это состояние, интуиция. Когда вы будете чувствовать, вот так хочется сказать, где деньги закопаны, да, если это является ваши мысли. Здесь есть мысли о материальном. Очень много. И здесь... около вас, я говорю, есть многое всего, что открыто для вас, но вам нужно очень хорошо, может, разглядеть, подумать, чему-то где-то подучиться. У кого-то здесь есть момент, да, что кто-то пойдет какие-то на новые курсы, новое что-то будете для себя изучать. Получение каких-то из-за этого, из этих навыков материальных благ. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.